По WhatsApp поступил такой вопрос. Я продал свой автомобиль. Как узнать, зарегистрировал ли новый собственник его за собой? Вот, пожалуйста, вопрос, так скажем, прям в тему. Опять же, я обращаюсь по поводу вот этого единого портала. В этом, при помощи данного портала не только вы можете посмотреть, узнать информацию о вашей автомашине, но и также вы можете узнать о своих штрафах и также провести оплату этих штрафов, не выходя из дома. Угу. Хорошо. А к нашему разговору присоединяются собеседники. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей. Слушаю. Я бы хотел узнать, какие документы для обмена прав. Хорошо, спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, уважаемый Сергей, тогда записывайте. Для получения водительского удостоверения, для обмена, я так понял, по вопросу, вам необходимо обратиться в любое подразделение госавтоинспекции в любом субъекте Российской Федерации, заполнить заявление устного образца, оплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей, при себе иметь медицинскую справку, старое водительское удостоверение и паспорт гражданина Российской Федерации. Угу. Следующий вопрос, опять-таки по WhatsApp поступил. У меня ночью были сняты номерные знаки автомобиля. Нужно ли мне для получения дубликата обращаться в госавтоинспекцию или это делать не обязательно? Вот такой вопрос. Вопрос очень интересный. Что касается по поводу, так скажем, данного вида, необходимо, конечно, обратиться в госавтоинспекцию для получения других государственных регистрационных знаков. Почему объясню? Потому что если вы не обращаетесь, а как сейчас всем известно, можно государственный регистрационный знак изготовить в комиссионных магазинах. Да. Можно, да. Можно, да. Но может быть такой вопрос. Если вы обратитесь с заменой, то, естественно, сотрудник госавтоинспекции, который воспринимает прежний государственный регистрационный знак, выставит в базу утраченных и похищенных. При этом, если какой-то злоумышленник украл ваши государственные регистрационные знаки и на этих номерах совершит какое-то правонарушение либо преступление, в базе это будет отражаться. Поэтому я рекомендую обратиться и все-таки получить новые. Так, у нас вот два телефонных звонка, два вопроса, да? Давайте примемте сразу. их, да? Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, добрый день. Хотел Добрый бы задать вопрос сотруднику насчет международных прав. Раньше было на Вилюйском трассе, сейчас где находится и какой там, и что надо, какие документы? Хорошо, и спасибо. Сразу второй звонок тоже примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы уточнить, если нас оштрафовали, мы платим штраф через Сбербанк, а потом надо идти в ГАИ сейчас и отмечаться, так ли сейчас, или сейчас что-то изменилось? Хорошо, спасибо. Итак, за два вопросы. вопроса, пожалуйста. Степан Иван Николаевич. Николаевич. Большое спасибо за вопросы. По поводу первого вопроса. Для получения международного водительского удостоверения. Также необходимо при себе иметь паспорт. Заполняем заявление устного образца. Квитанция уже составит не 2000 рублей, а 1600. Также необходимо, чтобы вы имели водительское удостоверение и медицинскую справку. Так. Это по первому вопросу. Второе, по поводу оплаты штрафов. Да. По поводу оплаты штрафов, что я могу сказать? Да, действительно, я согласен, сейчас есть такое, что оплачивать штрафы через Сбербанк, потом, получается, наши дорогие участники дорожного движения вынуждены стоять в очереди, показывать этот квиток. Не стоит этого делать. Как бы сейчас мы идем к тому, что эти штрафы в автоматизированном режиме поступают в нашу базу. Но простой чеки совет. Не выбрасывайте эти чеки. Держите при себе. Уважаемые телезрители, радиослушатели, телефоны 32 2066, 32 11 66, телефоны прямого эфира полицейской волны, звоните, у вас время еще есть, участнику нашей телерадиопрограммы, и также у нас работает WhatsApp, номер 758 850. Вопрос телерадиослушателя. Да, Слушаем. пожалуйста. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Ефремов Александр Ильич беспокоит. Вот скажите, пожалуйста, я 3 года назад продал свою старую машину «Жигули». Так. И, соответственно, ко мне идет не штраф, а транспортный налог. Да. У меня 2 машины в собственности. Одну вот как инвалид и как пенсионер льготы,
а вот по второму с меня берут каждый раз. Что мне сделать? Я этого человека не могу найти. Он гражданин Таджикистана, продал за 10 тысяч. Что мне делать? Я вот машину ни туда, ни сюда, нигде ее не вижу. А тем не менее, каждый год приходит бумага с инспекции. Хорошо, у нас еще один вопрос, мы примем тоже. Ален, добрый день, слушаем вас. Был штраф, да, вот весной. Я его уплатил. Это пришло мне, я сам депутат, прописан там, сейчас здесь работает, а что там работы нет, пенсионер, на такси, таксую. И откуда там мне кто пенсию получает, сказал, что судоисполнитель так и так, и она там с моей пенсии уплатила тоже. Здесь опять судоисполнителю пришло, я опять же сходил, искали, не нашли, пришлось мне опять квитанции платить. Там какая-то у вас неразбериха что-то, блин. И опять там уже, опять же, вот там просадка какая-то. А я вот не сохранил и выкинул был чек. Ну, а хорошо. вот сейчас, если я уплачу, вот сейчас как по новой системе, да, опять же, мы же платим же через сберкассу. Да. Но почему-то это там у вас затерялось. Хорошо, мы поняли ваш случай, вопрос. Спасибо. Да. Спасибо, понятный вопрос. Степан Николаевич, Пожалуйста. да, попросим прокомментировать. Ну, первый вопрос мне ясен, понятен. Я постараюсь сейчас на этот вопрос ответить. Для того, чтобы продали автомашину, естественно, не всех такие, скажем, доброжелательные покупатели приходят в госинспекцию и, так скажем, простым языком на себя машину переоформляют. Во избежание этого необходимо также обратиться в любое подразделение госавтоинспекции не только на территории республики, а в целом в любой субъект нашей страны. Подойти с заявлением, с паспортом, объяснить, что данную автомашину я продал, показать документ тот либо иной, подтверждающий право ее продажи, и сделать прекращение регистрации за собой. А вообще я призываю также наших участников дорожного движения, я так называю всегда, когда вы продали автомашину, у покупателя имеется всего лишь 10 дней. В этот срок он обязан данный вид транспорта перерегистрировать. То есть поставить автомашину на себя простым языком. Если он этого не делает, это уже является нарушением. Поэтому, когда машина продается, продаете автомашину, нужно сказать, что через 10 дней я приду в госавтоинспекцию и сделаю прекращение регистрации за собой. При этом мы выставляем в базу розыска свидетельство о регистрации и государственный регистрационный знак. Так, теперь по штрафу. Вот, да. По второму вопросу... Дважды человек заплатил штраф. Но при этом он сам же квитанцию терял. Ну, я так и не понял, зачем он платил второй раз штраф. Если, можно было обратиться в тот либо иной филиал банка, где он оплачивал, и взять распечатку, то, что действительно оплата прошла по такому-то. Таким дубликата какого-то. То есть он просто не догадался им сделать. Да, может быть такое. Так, еще у нас телефонный звонок. Да. Телерадиослушателя. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр звоню. Это я осенью купил УАЗик старый, ходовой. Когда я могу зарегистрировать? Сейчас или весной, когда я сделаю машину? Хорошо. Вопрос понятен. Александр, объясняю вам. Да, для регистрации транспортного средства вы проходите техосмотр. То есть мы допускаем к вас к управлению на дорогах общего пользования. Поэтому будьте любезны привести транспортное средство в соответствии с требованиями и прийти на регистрацию. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что это программа «Полицейская волна». Телефоны прямого эфира 32 2066, 32 11 66. Кроме того, работает WhatsApp, наш номер 758 850. И вопрос поступил, который по WhatsApp. Хочу приобрести транспортное средство у собственника, который не зарегистрировал его за собой. Будет ли мне отказано в регистрации машины? И вообще, что вы посоветуете в данной ситуации? Вот такой вопрос. Да, вопрос понятен. Но я так понимаю, скорее всего, человек купил автомашину на основе договора купли-продажи и не зарегистрировал за собой. Скорее всего, так я понимаю. Ничего страшного. Если имеется договор купли-продажи, он также может выписать последующий договор купли-продажи, но чтобы была, так скажем, называем ее цепочка. Собственник, договор и уже к нам на регистрацию. Ничего страшного, можно. Так, еще один вопрос телерадиослушателя. Вы в эфире говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий, из Якутска звоню. У меня такой вопрос. У меня был старый «Москвич». Так. Я его выбросил, давно. И
ну, документы остались, а это идет, как его, налоги плачу. Как мне снять с учета сейчас? Так. Уважаемый Дмитрий, ваша проблема решится мгновенно, так называется. Вам необходимо также обратиться в любое подразделение госавтоинспекции. Ну, если вы в Якутске проживаете, подходите к нам с паспортом, с заявлением. И если у вас остались какие-либо документы, ПТС, либо свидетельство о регистрации, мы просто эту автомашину аннулируем. Хорошо. Степан Николаевич, хотелось бы знать, каковы на сегодня основные этапы и особенности экзаменационного процесса, который проходят кандидаты-водители, и вообще как поменялись правила приема экзаменов на площадке? Давайте поговорим на эту тематику. Давайте поговорим на эту тематику. С удовольствием я постараюсь ответить на эти вопросы. Ну, я расскажу, как на сегодняшний день. Для того, чтобы получить, либо открыть какую-то либо новую категорию, либо подкатегорию, кандидату водителя необходимо пройти обучение в любом учебном заведении. Это понятно. Следующее. После успешного окончания данного учебного заведения необходимо обратиться к нам. Сдаем теоретический экзамен. Что подразумевается под теоретическим экзаменом? Кандидату водителя будет предложено 20 вопросов в настоящее время. Допускается 2 ошибки. Время на решение такой задачи дается 20 минут. Ну, типа тестирование, да? Ну, да. Тест вопросы. Да. Процедура правил дорожного движения. Знания, требования правил дорожного движения. Понятно, общие такие правила. Да. Поверьте, пожалуйста, это время достаточно. После сдачи теоретического экзамена здесь есть одно «но». Я попробую, постараюсь поподробнее на этом остановиться. Даются 3 попытки. То есть, если кандидат водителей не прошел тест, допускается к экзамену через 7 суток. Через неделю. Через неделю. Если второй раз не сдал, допускается через неделю. Но если кандидат водителей не сдал данный экзамен с 3-й попытки, то последующий он допускается только через 30 суток. Через месяц. Через месяц, да. Если получилось сдать теоретический экзамен, он переходит к практическому занятию. То есть к вождению. Экзамен на площадке, да? Первый этап – это площадка, так простым языком называется. Второй этап – это вождение по городу. По городу, по улицам города. Да, по площадям. По улицам города. Что касается площадки. Согласно методике, сдается 3 и более упражнений. То есть, если... Как вы сейчас все знаете, сейчас у нас есть подкатегории, то есть мы выдаем водительское удостоверение, где ставим отметку автомат, либо механика. Если кандидат водителя сдает на механике, то он сдает горку, потому что я почему на этом останавливаюсь, это как бы больной вопрос для девушек, как нам горку, маневрирование, заезд в бокс. А если у кандидата водителя, то есть он сдает на категорию М, горку он не сдает. То есть на автомате горку он не сдает. После также успешный. Здесь то же самое, также по попыткам. 1, 2, 3 и более месяцев. То же самое, различные сроки. То же самое, да, то же самое. После этого он выходит на сдачу практического экзамена второго этапа в город. У нас радиослушатель на проводе. Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас. Пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Дело в том, что я купила машину уже, получается, 3,5 года назад. В связи с семейными обстоятельствами не получалось поставить ее на учет, то есть мы толком на ней не ездили. Сейчас выясняется, что хозяин, на которого она была зарегистрирована, она утилизирована. Он ее утилизировал. Но хозяин переехал в данное время с Якутска, и мы его найти не можем. Что нам вообще делать в этой ситуации? Хорошо, у нас еще один звонок. Один вопрос. Примем его тоже. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Аркадий, от города Якутска. У меня такой вопрос. Я в прошлом году летом продал машину, они увезли в Нюрбинский район. И как бы по договору купли-продажи все продал. И как бы они через год, и в этом году, в июле месяце только в учете поставили. У меня такой вопрос. И вот это вот налоговое, там, это налог идет ко мне конвертом, да? Транспортный налог. На транспортный налог. И в таком случае как мне быть? Вот как бы я не пользовался машиной там больше года, например, да? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Степан Николаевич, попросим вас ответить. У нас осталось совсем немного времени, покороче можно будет дать. Хорошо, по поводу того, что автомашину купили, она аннулирована. Здесь бы, конечно, интересно узнать, может, она не аннулирована, а просто сделана прекращение регистрации.
Если аннулирован, то, конечно, уже нужно будет доказывать в судебном порядке. Это первое. Второе. Продал автомашину по договору продажи, идут налоги. Вам необходимо, я вам посоветую простой честный вопрос, дам совет, вернее, обратиться с заявлением в налоговую службу и предоставить копию договора продажи и доказывать свою, то, что вы автомашиной не пользуетесь уже в течение года. Вопрос, который по WhatsApp поступил, спрашивает, можно ли получить водительское удостоверение, если не обучался в автошколе? Нет. Нет, вот конечно. такая ситуация, да? Конечно. Кстати, по автошколам хотелось бы спросить, уменьшилось ли их количество вот согласно новым изменениям в нормативно-правовой базе, или осталось то же количество по городу Якутску? Вы можете сказать? Сократилось количество автошкол. На сегодняшний день 24 автошколы было зарегистрировано, действует всего 16 по городу Якутску. Вот такая ситуация, например, человек хочет заменить водительское удостоверение в случае, если, скажем, поменял фамилию свою. Девушка, например, вышла замуж, решила поменять фамилию и, соответственно, удостоверение как быть? Да, конечно, если гражданин поменял фамилию, это не запрещается законом, да, он обязан к нам обратиться в госавтоинспекцию и заменить водительское удостоверение. Но здесь есть одно но. Есть одно но. То есть срок действия водительского удостоверения мы будем ставить прежнего водительского удостоверения. То есть... Срок прежнего водительского удостоверения. Допустим, если срок был выдан на 10 лет, и она поменяла фамилию в течение 9 лет, мы поменяем, выдадим водительское удостоверение. Уже на год, да? Уже на год. Понятно. И в завершении нашей программы, я думаю, что у вас есть пожелание обратиться к нашим телезрителям, радиослушателям. Еще раз напомнить, наверное, на электронных услугах, да? Да, конечно, уважаемые наши слушатели, телезрители, хотелось бы к вам обратиться по поводу, напомнить вам о том, что государственную услугу можно получить при помощи электронного портала. Необходимо зайти на сайт госуслуги.ру. Там пошаговая инструкция расписана. Несложно. Не ленитесь, пожалуйста. Это, правда, очень удобно, быстро и комфортно. Ну и, конечно, бы хотелось в заключительной части сказать большое вам всем спасибо, что вы меня выслушали. Может быть, я не так на все вопросы ответил, как хотелось бы. Искренне извиняюсь. Ну и, пожалуйста, терпения всем. Здоровья, счастья, всего хорошего. До свидания. Ну что же, мы благодарим вас за очень интересный разговор. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня нашим собеседником был начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, майор полиции Степан Николаевич Жутов. Ну что же, это была программа «Полицейская волна». Ее подготовили и провели ведущие Юрий Сергеев и Светлана Антонова. Всего вам доброго. До свидания. Вам успехов желаем в вашей работе. Спасибо большое. С предстоящим Новым годом. Спасибо.